Эльвира Сурабалдиева, отталкиваясь от практики Казахстана, предлагает создать карту с фото и данными педофилов на территории Кыргызстана. Она полагает, что в школе нужно учить детей элементарным правилам: не разговаривать с незнакомцами, не садиться к ним в машину, не поддаваться уговорам. Есть случаи, когда даже взрослые не знают, кто такие педофилы, отметила она. Нам нужна такая карта. Настало время привлечь к этому внимание каждого родителя, всего общества. Все мы были свидетелями того, что когда вскрылся факт изнасилования 13-летней девочки, односельчане выставили виноватой саму пострадавшую и ее родителей. По данным МВД, в 2019 году преступлений, совершенных против несовершеннолетних, было возбуждено 170 уголовных дел, а в 2020 было 33 случая. В настоящее время тоже обсуждаются именно эти факторы. Мы полностью поддерживаем, и в этом направлении уже дано задание службам, которые именно занимаются в МВД. Есть служба по делам несовершеннолетних, и они полностью по республике учет данных и проводят профилактическую работу среди несовершеннолетних в школах, в вузах, и также среди родителей тоже они проводят. Они где-то до Нового года проводили по всей стране, проводили именно профилактические беседы. Кроме этого, следователям на сегодня дано задание, что все преступления в отношении несовершеннолетних, оно на контроле министерства, и оно должно быть качественно расследовано и передано в судебные органы. По словам директора кризисного центра СИЗИМ, любой опыт, который защищает интересы ребенка, подростка и вообще человека, нужно перенимать. Если у нас другие законы не работают, надо перенимать. Я поддерживаю вице-премьера, потому что действительно, это, когда зло не наказано, действительно преступление, оно продолжается. Преступление должно быть наказано, и не только преступники, а преступления, которые сделали судьи. Они должны быть наказаны. Надо их портреты вешать, чтобы в лицо знать таких людей, отметила директор кризисного центра. Их портреты надо вешать. И вообще это не допускать это правоохранительным органам, даже в качестве адвоката, судьи. Вообще пусть он подметает улицу, если он квалифицирует такое тяжкое преступление на таком уровне. Отметим, в Казахстане на протяжении нескольких последних лет действует электронная карта данных о педофилах. Карта создана Комитетом по правовой статистике и специальным учетом Генеральной прокуратуры РК. Учет осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних ввели из-за роста преступлений этой категории в соседней стране. Карта включает в себя информацию об уголовных правонарушениях по территории страны. На карте в открытом доступе раскладка по регионам и срокам совершения преступлений. Карта включает личные данные осужденных по обвинению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Азамат Кенжешев, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.